столице на площади Победы состоялась церемония зажжения факела огня третьей спартакиады трудовых коллективов республики. Соревнования приурочили к 70-й годовщине Великой Победы. Рассказывает Василий Посельский. В церемонии зажжения факела огня спартакиады принимали участие руководители профсоюзов и Министерства спорта республики, ветераны спорта, спортсмены-участники от команд отраслевых профсоюзов. В приветственных словах прозвучали цели и задачи, значение данного исторического мероприятия. Вы знаете, что в этом году этот вечный огонь в городе Якутске также был привезен от вечного огня с Красной площади в городе Москве. Крупным соревнованиям, которые проходят в Республике Саха-Якутия, начиная от спартакиады трудовых коллективов, заканчивая игры «Дети Азии», мы проводим эстафету огня и церемонию зажжения огня. Потому что огонь является всегда символом крупных спортивных соревнований. Профсоюзы – это самые сильные, мощные организации. Профсоюзы – это самая уважаемая организация трудящихся, которая работает по благу людей труда. Право зажжения факела огня третьей спартакиады от чаши вечного огня предоставлено участнику Великой Отечественной войны, ветерану спортивного движения Якутии Семену Жиркову. Далее бронзовый призер Олимпийских игр, первый заместитель министра спорта Георгий Балашин, факел вручил группе сильнейших спортсменов республики. Сегодня вечером мы, якутяне, станем свидетелями зажжения огня третьей спартакиады. Василий Посельский, НВК Саха-Якут.